Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Правительство нашей республики активно подводит итоги работы за 2021 год. Заместители председателей правительства и министры выступают с отчетами перед населением. Сделано немало, о чем красноречиво говорят целевые показатели. И сегодня в рамках отчета правительства в гостях телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха» и радио «ТТ» первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников. Добрый вечер, Дмитрий Викторович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, жители республики. И телезрители. И телезрители, разумеется. Дмитрий Ильич, мы с вами встречались в этой студии ровно год назад, разговаривали в первую очередь про главную задачу, про Ленский мост, строительство Ленского моста. Вот давайте, может быть, вспомним, что сделано именно за этот год в этом направлении. Действительно, за прошедший год проведена большая работа, и она ни на один день не останавливалась. Может быть, она не всем, кроме специалистов, заметна, но тем не менее. В апреле месяце правительство республики вместе с нашими частными партнерами получили положительное заключение главгосэкспертизы по первому этапу строительства мостового перехода. И в мае месяце было выдано разрешение на строительство нашим республиканским управлением архитектуры. Подрядчики приступили к работам в рамках первого подготовительного этапа. А именно, это вынос электросетей по левому и по правому берегу. Это организация временных площадок под строительство городков и подготовка к выносу сетей по газоснабжению и сетям связи. Кроме того, сюда же входят работы по организации просек и отсыпки временных дорог. За это время по левому берегу практически полностью выполнены работы по выносу сетей 10 киловольт. Это 3 линии. Майя-Табага-1 и Майя-Табага-2. Это северная мозаика. Всего 49 опор было перенесено. Совершено переключение 3 этапами. И сегодня ведутся работы по выносу сетей 110 киловольт. Это тоже 2 линии. Л-113. 5 опор собраны, переведены в проектное положение, и ваши коллеги, журналисты, наверное, помнят, мы вместе выезжали, смотрели, действительно такая серьезная работа, и 5 опор будут завершены, их установка в этом месте, переключение будет по окончанию отопительного периода. Кроме того, планируется на следующий месяц заканчиваются конкурсные процедуры и работы по организации просек и временных площадок по правому берегу. Также там будут в рамках первого этапа смонтированы еще 4 и перенесены еще 4 больших опоры 70-метровых. Это вынос сетей, я так немножко поясню для наших телезрителей, это как раз перекладка сетей с той целью, чтобы они не мешали основному ходу мостового сооружения. Эти работы будут продолжаться по правому берегу. Также там будет организована организация просек и отсыпка земполотна. По левому берегу будут продолжены работы по расширению площадки номер 1, которую все видели в мае. Была начата работа, организована система электроснабжения, вынесены сети, уложено 276 плит и 36,5 тысяч кубометров песка. Это будет площадка в 4 раза больше, то есть на ней будет размещен временный городок. То есть эти работы будут также продолжены. И в апреле месяце будет организован вынос сетей газоснабжения. Это тоже такая серьезная работа. По окончанию отопительного периода она будет проведена. Там почти километр этих сетей. Работы эти будут проведены. Параллельно с этим практически завершена работа по подготовке основной документации. Обсуждены и приняты все основополагающие установочные решения. И сегодня документация проходит последнее согласование для того, чтобы мы могли с основным этапом производства работ заходить в главгосэкспертизу. Это тоже процесс, который мы планируем на первое полугодие, завершить эту работу и приступить к работам по основному этапу. Именно это уже строительство
сооружений, а их у нас будет несколько, помимо основного сооружения моста. Это дороги, это дорожное полотно, это вся инфраструктурная система и все сооружения, которые будут смонтированы и сделаны до окончания и ввода в эксплуатацию мостового перехода. То есть эта работа ведется и продолжается. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. И задать вопрос гостю можно прямо сейчас, позвонив в студию по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправив текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 05 02. Ну, давайте теперь более подробно, да, остановимся на том, о чем вы рассказали. Значит, я так понимаю, что сейчас мы все ждем заключения главгосэкспертизы, да? И когда оно ожидается примерно? Ну вот планируем заход в главгосэкспертизу в конце первого квартала. Поскольку проект серьезный и большой, ну, я думаю, что это займет не менее 2-2,5 месяцев. Это такая работа серьезная. И будем надеяться, что в первом полугодии все эти процедуры будут завершены. И тогда можно будет уже начать строительство с началом, соответственно, строительного сезона. Да, и, конечно же, многие задают вопрос, связанный с финансированием. Здесь мы не скрываем, и глава об этом сказал, что работа еще продолжается по федеральному финансированию, пока мы остаемся в рамках той модели, которая была согласована на правительственной комиссии в апреле месяце под руководством заместителя председателя правительства Хуснуллина Марата Шакирзяновича. Конечно, есть желающие, так сказать, нас немножко поджать, немножко оптимизировать, а может быть и не немножко эти все процессы, но мы рассчитываем, глава ведет очень серьезную работу в этом направлении. Асет Сергеевич постоянно держит вопрос на контроле и отрабатывает с федеральным центром. Мы все в этот процесс вовлечены, и я думаю, что все равно в ближайшее время мы, так сказать, добьемся того, что будет окончательная точка в этом вопросе поставлена. Но я правильно понимаю, что сейчас пока работа ведется за счет средств концессионера, да, подготовительный этап? Да, у нас 3 источника финансирования, мы напомним, по концессионному соглашению. Это федеральные средства концессионера непосредственно, это средства федерального бюджета, это средства нашего госбюджета республики Саха-Якутия, ну и средства частного партнера, конечно. Там присутствует софинансирование как раз вот со стороны частного партнера внебюджетных средств. Сбербанк России открыл кредитную линию. Этот момент у нас тоже сегодня уже практически отработан, там вопросов никаких нет. Есть наши средства, которые заложены, и это позволяет нам сегодня вести работу, потому что та работа, которую мы сегодня ведем, уважаемые земляки, она очень важна. Так или иначе, без этих процессов, в которых мы сегодня находимся, это подготовка документации, это подготовка площадок под такой огромный объект, это синхронизация, я вот еще не сказал об этом, хочу поподробнее остановиться, и процессов, которые лежат в обязанности муниципалитета и нашего регионального правительства, Минтранса. То есть мы параллельно с организацией строительства мостового перехода и подъездных путей к нему еще проектируем, и сегодня мы уже завершили процесс проектирования и прошли госэкспертизу. Еще 2 участка дорог, это как раз муниципальная часть от Табаги, которая подходит к трассе у нас, и трасса будет расширена по заданию главы республики Асета Сергеевича, которая ведет в Якутск. То есть этот проект тоже должен осуществляться параллельно, то есть это огромнейший будет комплекс работ, который будет приурочен к строительству мостового перехода и связан с ним непосредственно. Но вот место строительства, вокруг него велись споры, оно было очень тщательно выбрано. То есть это наиболее узкое место, где транспортно-логистический узел, или какие-то еще плюсы для того, чтобы именно в районе Табаги строить? Вы правы. На протяжении без малого 40 лет, еще со времен строительства Байкало-Амурской магистрали, а мы знаем с вами, что участок наш здесь на территории Якутии был включен в общую систему Байкало-Амурской магистрали. По заданию правительства обсуждался вопрос мостового перехода, возможности его реализации. Прорабатывались возможные участки пересечения
реки Лена. Их вообще всегда было 5, они рассматривались. Это непосредственно участок в районе мыса Старая Табага, вот, где мы сегодня с вами, на чем сегодня остановились. Это Жатайский участок, Хатас и Павловск, участок непосредственно в районе города Якутска. И еще один участок тоже, который рассматривался между Жатаем и Якутском. Но тогда еще, в 2006 году, когда мой предшественник, коллега, наш земляк Артур Николаевич Алексеев возглавлял комиссию, которая очень тщательно, так сказать, вместе с представителями проектных институтов, научно-исследовательских организаций, федеральных ведомств, они исследовали этот вопрос и однозначно еще на тот момент, в 2006 году, приняли решение, что самый оптимальный участок – это вот в районе мыса Старой Табаги, потому что по своей структуре геологической мыс Табагинский, он является как бы таким структурным, мощным, неразмываемым каркасом, который позволяет в последующем сохранять рельеф и конфигурацию инфраструктурную всего мостового сооружения. Плюс это действительно относительно узкий участок реки, подъездные пути достаточно эффективно можно использовать при проектировании этого участка. И самое главное, что при строительстве гидросооружения, да, а мост это все равно очень серьезное гидросооружение, какой бы он ни был, по какой бы инженерной своей структуре он ни был, это все равно объект, который так или иначе должен быть рассмотрен с точки зрения его влияния на ледоход весенний. Это для нас очень важный вопрос, потому что мы все знаем, что ледоход на реке Лена – это очень серьезное и нешуточное мероприятие. Льдины у нас достигают 2,5-3 метров, и по площади движения, да, осколки, они бывают и до 300 квадратных метров и так далее, до 500. И вот из всех этих соображений остановились на этом участке еще тогда. И сегодня в рамках работы, вот о чем вы спросили, наш генеральный подрядчик, проектный институт Гипростроймост Санкт-Петербург, и его коллеги, партнеры и субподрядчики, это еще целый ряд наших известных в России институтов, после тщательного исследования, физико-математического моделирования, реального моделирования процессов, которое мы, кстати, анонсировали, и можно было с ними ознакомиться, еще раз подтвердили правильность выбора данного участка, и альтернативы на сегодня вот этому участку не существует. Ну, как вы сказали, я так поняла, что там геологические даже причины, да, то есть есть полная уверенность в том, что этот мост будет уже для многих и многих поколений, никуда там не размоет река этот берег и так далее. А как решился вопрос с жителями Табаги? Вот я, насколько помню, там были проблемы с некоторыми участками, через которые должна была проходить трасса. Вы знаете, проблем как таковых не было. Было ожидание у наших жителей, когда мы с вами встречались, действительно было ожидание того, что по характеру аналогичных таких больших проектов в других регионах, конечно, возникают вопросы с изъятием земельных участков, вопросы компенсации людям, значит, люди вынуждены срываться с насиженных мест и так далее и тому подобное. Здесь я хочу отметить профессионализм наших проектировщиков, профессионализм наших министерств, ведомств, которые были вовлечены в работу. Это и МИЗО, это наш Минтранс, все наши структуры управления архитектуры, конечно же. Было принято решение из 3 возможных вариантов, которые предлагались. Это не только в районе Табаги, у нас же еще на правом берегу Хаптагай, практически в такой же ситуации. Рассматривалось действительно 3 варианта. Это обход Табаги, это рассечение Старой Табаги и обход с противоположной части дороги. Все эти варианты были тщательно рассмотрены, выбран вариант обхода Старой Табаги через полуостров. Да, там мы вынуждены будем построить еще 2 искусственных сооружения, мини-моста, но ни один участок в районе Табаги не попал под изъятие, и для поселка это минимум дискомфорта, то есть это отсутствие техники, которая ходит через поселок, это же не говорим мы только про изъятие, это постоянный дискомфорт, связанный с большой стройкой, которая непосредственно вторгается в жизнь людей. По правому берегу
Также рассматривалось 3 варианта обхода села Хаптагай. Это с севера, с юга и также с рассечением поселка. Все эти варианты также после тщательного рассмотрения были отброшены. Остался обход с юга. Это также минимум. Ни одного практически жилого участка не было задето. Отсутствие дискомфорта при строительстве по пойме. Значит, и единственное, попали под изъятие 9 участков. Это у людей сенокосные угодья и те земельные участки, которые люди еще не застроили и фактически не использовали. Поэтому, сказать, с таким минимальным изъятием мало когда при таких огромных стройках проходили мероприятия. Все вопросы были решены. То есть жители Старой Добоги, жители Хаптагая могут спокойно... Да, это в основном у нас правый берег. Могут спокойно... Да, сегодня уже эти вопросы сняты с повестки. Вы упомянули вот про ледоход. А какие технологии будут использованы против образования льда? Потому что форс-мажор был с мостом в Владивостоке, связанный с ледоходом. Ну и у нас тоже много обсуждений того момента, что это действительно очень серьезно. Вы имеете в виду с образованием льда на реке или с наледью? У нас было несколько, помните, вопросов люди задавали. Я могу... Давайте я и на то, и так. Да. Вот и сама наледь на реке, и прохождение льда. Да, вот смотрите, нам тоже с вами, жители, как раз еще до начала проектирования, такого скрупулезного исследования, то же самое, помимо изъятия земельных участков, было очень много вопросов, люди задавали, и когда мы выезжали на место, и по телевидению, задавали очень много вопросов, потому что предполагалось еще с советских времен, все 3 предыдущих проекта, 8, 13, 18 годов, они предполагали собой перекрытие Хаптагайской поймы высокой насыпью, которая должна была препятствовать пропуску льда, но, тем не менее, она и очень серьезно оказывала влияние на гидрологическую ситуацию во время весеннего ледохода. После вот как раз тщательной работы с Институтом гидрологии Российской Федерации, с проведением математического и физического моделирования в МГУ имени Ломоносова, это институты, которые были вовлечены сейчас как раз во все процессы. Наш институт мирозловедения имени Мельникова был активно вовлечен во все эти процессы. Было принято решение убрать эту насыпь, сократить ее и заменить ее эстакадной частью. Это порядка 2,5 километров. То есть это позволит свободно весной не препятствует ледоходу, это не вносит какого-то дискомфорта в саму, значит, экологическую инфраструктуру пойменной части. То есть все расчеты показали, что нужно именно таким путем двигаться. То есть опасения людей были не напрасны. Вот как раз это я пример такой привожу. У нас было много вопросов, и обсуждалось, и не только у нас здесь в республике. Мы эти вопросы обсуждали на научно-техническом совете. Я хочу напомнить, что наш проект дважды прошел научно-технический совет и был одобрен в Минтрансе Российской Федерации. Обсуждался вопрос образования наледи на вантах, поскольку у нас мост вантовый, и была такая ситуация, которая резонанс по всей стране вызвала, когда в Владивостоке, мы с вами помним, образовалась наледь. То же самое. Здесь очень важно понимать следующий момент. У нас климат сухой, резко континентальный. У нас нет многократных переходов через ноль в течение длительного периода времени. Как это во Владивостоке? Как это во влажном климате Владивосток и так далее и тому подобное. И само образование льда. Вот у нас не надо путать куржак, который образуется на проводах, на деревьях. Это снег, который при наступлении положительных температур, а они у нас наступают достаточно резко, стаивает, и значит, эти процессы не являются повторяющимися. Что касается влажного климата, там действительно льдообразование это и Мурманск, это Владивосток, это регионы, которые подвержены. Да, поэтому здесь у нас по всем экспертным оценкам мы не подвержены такому климатическому воздействию. Но тем не менее, как мы говорили еще год назад, по заданию правительства проектировщики заложили в проект, у нас будет присутствовать система очистки вант. Я напомню, я рассказывал в свое время об этом, но еще раз напомню, она бывает пассивной и активной, и тем не менее, сейчас не буду время тратить. Да, и мне говорят, что у нас есть звонок, уже зритель давно на телефоне. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Дмитрий Викторович. У меня такой вопрос. Будут ли привлечены местные рабочие силы в строительстве объекта? Может, уже заключены какие-то договора? Ведь для якутян строительство моста не просто работа, а участие в эпохальном, можно сказать, историческом моменте всей Якутии и даже России. Спасибо. Ахтал. Я отвечу. Вопрос действительно очень хороший и своевременный. Действительно, как мы и декларировали еще в начале, когда входили в проект, то по нашим расчетам более 1000 рабочих мест должно быть, возникнуть в процессе активного строительства. Но и сегодня, вот в течение года, в процессе подготовительных работ, хочу сказать, до всех довести эту информацию, все работы ведутся нашими местными подрядчиками. Это компании «Арктикбур», «Техстрой», это «Якутцемент», который поставляет плиты под городок, это транспортная компания, которая работает, «Техэлектроснаб» компания, очень хорошо наша местная, сегодня как раз вот выносом сетей занимается. И всего сегодня работает более 150 человек вот в течение года, только на подготовительных работах уже задействовано. И, конечно же, мы будем дальше этот вопрос держать на контроле и вместе с нашим Государственным комитетом по занятости будем эти вопросы отрабатывать. Наверняка потребуются, наверное, какие-то еще и дополнительные специальности, когда уже, так сказать, определятся работы по основному этапу. Но сегодня уже работают наши земляки. Спасибо. Я хочу напомнить, что короткий номер у нас для звонков, а длинный номер у нас только для текстовых сообщений, не нужно на него звонить. И вот одно текстовое сообщение нам прислали. Вахтовый поселок Хаптагая, где будет размещен? Если построить его в селе, то потом эти дома можно будет передать в муниципальную собственность как маневренный фонд. Видите, как люди уже далеко загадывают. Нет, это будет с другой стороны трассы. Площадка организована, их там 2, 4-я, 5-я площадка. Сейчас мы смотрим с проектировщиками, может быть, оптимизируем, как-то в одну сольем. Временные городки, уважаемые жители, наверное, как временный фонд нам никто не позволит использовать, да и, наверное, это не нужно, потому что временный городок, он потому и называется временный, что согласно всем нормативным актам он потом должен быть разобран, и вся площадка приведена в надлежащее состояние с точки зрения экологии. То есть это такие вещи, которые, ну, как говорится, не обсуждаются. Еще один такой интересный вопрос, но вперед. Есть ли в дальнейших планах правительства вопрос реконструкции и строительства автодороги Амга, выход через Усьмайский район к Охотскому морю? Вы знаете, я отвечу пошире на этот вопрос. Наверное, вот все те, кто наши земляки следят за новостями, за работой нашего правительства, главы республики, уже для себя отметили, что Арсений Сергеевич огромное количество внимания, огромное внимание уделяет развитию транспортной инфраструктуре республики. Эта работа ведется по всем улусам, по всем направлениям, как по дорогам местного значения, так и по дорогам федерального значения, регионального значения. Я просто 2 цифры из отчета назову. За прошедший год более 500 километров дорог у нас приведено в нормативное состояние. А местного значения, если мне память не изменяет, 38 километров, то есть это в муниципальные дороги. Я думаю, что и в Амге, конечно же, эти решения будут приняты. Здесь стоит отметить, вот мы говорим о Ленском, о строительстве Ленского моста. Ленский мост огромный, серьезный, важный проект, но он часть общей инфраструктурной схемы Северного широтного пояса, в который входит еще 5 мостов, 4 Вилюйских моста и 1 Алданский. Это стратегически важное направление, которое свяжет Магадан, Иркутскую область, юг Якутии, в одну единую транспортную, комфортную транспортную систему. И эти все проекты, они также сегодня реализуются и параллельно ведутся. Работа по ним ведется. Дмитрий Игоревич, я хочу успеть за время эфира с вами поговорить еще и о Бескёле. В прошлом году там произошла беда, сгорели жилые дома, и глава республики назначил вас руководителем оперативного штаба. Вы после этого тоже были в эфире у нас, и по горячим следам, так говорят, да, и у вас есть опыт в такой работе, вы участвовали в восстановлении после наводнения в Иркутске, в области. Вот
Как, ну, расскажите, как вообще вы справились с этой задачей, что, как была проведена работа? Знаете, об этом уже много, конечно, сказано, и возвращаться, наверное, к этому постоянно для меня тоже тяжело, потому что я видел, как тяжело было людям. Напомню, что во время пожара 7 числа пострадали 26 индивидуальных жилых домов, 6 многоквартирных. 191 человек в целом, взрослых и детей, остались без крова. Конечно, это такое серьезное событие. Но что стоит отметить? Грамотные, я уже отмечал это, решительные действия главы республики по созданию штаба, по отдаче распоряжений соответствующих, по формированию мер поддержки привели к тому, что нам, я именно говорю нам, всем вместе удалось в кратчайшие сроки построить индивидуальные дома. А я напомню, что жители отказались, даже те, кто жили в многоквартирных, все захотели индивидуальные дома построить, за исключением нескольких человек, которые компенсацию получили. И значит, нам удалось в максимально короткие сроки очистить площадку, привести ее в порядок, выполнить планировочные работы, инженерно-геологические изыскания, параллельно проект. Очень хорошая тоже организация проектная наша, республиканская ТИТИР, отработали. И 18 сентября, если мне память не изменяет, уже первые ключи глава республики вручил нашим жителям. 28 сентября, прошу прощения, 18 октября мы закончили этот процесс. Кроме того, 11,5 километров в целом инфраструктуры было приведено в порядок. Это линии электропередач с освещением, это дороги внутрипоселковые, это интернет-линии, выделенные системы газоснабжения. Построено 9 хатонов частных по дворе, восстановлено 6 единиц техники, людям компенсировано. Поголовный скот утраченный, весь восстановлен, поголовный, наш Минсельхоз отработал. В целом по году более 1000 тонн сена требуется. Вот уже я был недавно в поселке, 600 тонн завезено сена, то есть кормами грубыми обеспечены. Восстановлен животноводческий комплекс ИП «Петров», который сегодня это современное такое предприятие частное, которое 300 тонн молока по году дает и рабочие места людям создает. То есть предпринимательская деятельность восстановлена. Поселок живет, работает. Совсем другой облик. Да, кстати, дома ведь все там в едином стиле, это выглядит очень красиво. Это как... 5 километров заборов единообразных сделали решением главы республики дополнительно всем. То есть они в таком теперь как едином Да, дизайн-коде, можно сказать. И надо отметить, что и федеральные меры поддержки. Эта задача была поставлена президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. В кратчайшие сроки привести все в соответствие. Соответственно, глава республики держал на личном контроле. И там какая-то ведь еще особая технология использовалась при строительстве домов, которые в Арктике используют, если я не ошибаюсь. Да, это немецкая технология МХМ. Я очень кратко о ней много говорили. Это сборные панели из древесных пород дерева, которые на предприятии приводятся в унифицированную форму согласно проекту. Это упрощает их сборку, сохраняя экологичность, избавляет, значит, от лишних трудозатрат во время монтажа. Они имеют очень хороший коэффициент теплопроводности, такой, который абсолютно конкурентен деревянному и кирпичному дому. Вот было спроектировано у нас 9 домокомплектов таких. Это было все обсуждено с людьми, мы принимали вместе все решения на сходах, обсуждали все плюсы и минусы, недостатки конструкции. Но у нас была задача, чтобы люди в имущественных правах были восстановлены до наступления холодов. То есть каждый должен был иметь свой дом. Вот, кстати, из WhatsApp есть вопрос. Получается, что есть готовый проект, по которому работала строительная компания. Есть ли шанс того, что это выйдет в массы? Мы бы хотели с соседями такие дома в своем СОН. Хороший вопрос, и в нем же есть и ответ. Конечно, эта технология, на мой взгляд, она при определенной системной доработке, связанной с поставкой своевременной материалов, то есть там предприятие должно быть постоянно иметь ресурсы для того, чтобы производить эти панели в промышленных масштабах.
Очень важно обращать внимание на конструктивную сборку, да, потому что вот у нас 9 подрядчиков работало по домам, и это не секрет, и ничего тут такого страшного нет, об этом надо говорить. Из них там 2-3 подрядчика, конечно, допустили кое-какие, сказать, промахи. Есть вопросы, связанные с устранением этих замечаний в нескольких домах. Эти замечания устраняются. У нас 3 года гарантии подрядчик несет, то есть эта работа выполняется. Я к тому, что должна быть выработана специальная технология, но я уверен, что эти дома, эти конструктивы имеют будущее для строительства индивидуальных жилых домов. Вот еще один вопрос по мосту на WhatsApp. Пришел, вы сказали, что проектная документация проходит госэкспертизу. В то же время уже ведутся работы по установке опор. Значит ли это, что пока работа идет без экспертизы? Я поясню. Значит, весь проект и работы по проекту разбиты на 2 этапа. Как я сказал, первый этап, вот я в начале своего интервью сказал, по первому подготовительному этапу мы получили заключение госэкспертизы 5 апреля прошлого года, и это позволило нам выдать разрешение на первый этап работ нашему управлению архитектуры и приступить вот к этим подготовительным работам. По второму основному этапу также документация готовится, она пойдет в главгосэкспертизу, должна будет получить положительную оценку главгосэкспертизы, и после этого мы приступим к работам по основному этапу. Это 2 этапа. Вот еще такое сообщение, тут не вопрос, а просто мы, якутяне, слова благодарности передаем Дмитрию Викторовичу, желаем благополучия. Верим, дальше будешь работать за благополучие Якутии. Вы, кстати... Улахан Махтал. Вот, кстати, вы поздоровались по-якутски, и мне на сообщения отвечали по-якутски, когда я вас на эфир приглашала. Учите язык потихоньку? Ну, переоценивать мои знания, наверное, не стоит. Пока это еще знания, так сказать, в рамках уважения к народу Саха. Ну, стараюсь по возможности. Ну вот вы много общались с жителями села Бескёль. Может быть, есть какая-то история, которая вас затронула, кто-то запомнился? Ну, мне запомнились все, и я практически все семьи знаю лично. И самые у меня, так сказать, теплые, душевные воспоминания о людях Бескюля. Не знаю, это для меня родной поселок стал. Но вот я что могу отметить? Молодые ребята. Вот предприниматель Дима Авакумов, это мои тезки. Пострадал, сгорела мастерская была автомобильная. Мы поговорили с ним. Взял снова, мы ему выделили, помогли с субсидией через Министерство предпринимательства. Восстановил и уже работает. Говорит, буду дальше развивать бизнес в родном поселке. Еще один есть предприниматель, тоже занимается розливом воды. Поставил очистное оборудование, водовозку. Люди живут. А вот посмотрите, ЕП Петров Алексей. Ведь сгорел огромнейший комплекс, плод его труда пострадал. Человек не опустил руки, сегодня работает и продолжает дальше, и мыслит дальше развивать. Еще один комплекс. Это же, представляете, это же какой импульс у людей работать, развивать родное место, родной поселок, в котором они живут. Могу привести пример Спиридона Яковлева. Ну, наверное, о нем уже говорили в республике, который спас котельную, фактически совершил подвиг во время пожара, когда горел поселок. Вот это все люди из Бескюля. А вот вообще, может быть, поделитесь впечатлениями от команды, в которой вы работаете, вообще, вот, ну, в целом, вы ведь в Якутии уже не первый год, как вот по ощущениям? Ну, вы знаете, что я могу сказать? Сказать, что мне повезло, что я попал в экстремальную ситуацию в Бескюле, ну, наверное, это будет неправильно, а может быть и правильно. Я увидел людей, вот как раз вот такой экстремальной ситуации, всех представителей различных министерств, ведомств, муниципалитетов. И я увидел, что это очень серьезные, организованные люди, которые умеют работать, которые знают, как работать, которые умеют мобилизоваться. И мне очень приятно работать вот с такими людьми. В правительстве тоже я вижу, что команда сегодня у главы республики собрана серьезная, сильная, но тому и результаты, вот о которых сегодня мои коллеги отчитываются, то у меня такие скромные отчеты, пока тут части посмотрите по другим ведомствам. Республика развивается, идет вперед семимильными шагами. И хорошо, и дай Бог. И вот по части моста ведь вы тоже взаимодействуете и с подрядчиками, и с... Конечно.
Конечно. Вижу, работают, и с муниципалитетом взаимодействуем, и не с одним. Все, спасибо вам огромное. Время у нас подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас за вашу работу. Желаю дальнейших успехов и надеюсь, что мост у нас вашими стараниями скоро будет. Я напомню, что вопросы к нашей программе нам помогли подготовить коллеги из Центра управления регионом. Меня зовут Ирина Ефимова. Это была программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.